Датчики пожарной безопасности должны быть установлены в каждый дом, где есть хотя бы один ребенок. Такую задачу Госкомитету по чрезвычайным ситуациям поставил глава республики Рустем Закиевич Хамитов. Вопрос обеспечения противопожарной безопасности в малоимущих и многодетных семьях уже поднимался администрацией главы в мае прошлого года. Однако трагедия, случившаяся в Бирском районе, вынудила правительство значительно расширить данный список. Инцидент произошел в селе Угузево в ночь с 6 на 7 августа. Пожар, случившийся в доме Сатриддиновых, унес жизнь 9 человек, 5 из которых были детьми. Наличие противопожарной сигнализации могло бы предупредить такое трагическое развитие событий. На 18 августа 2017 года на территории городского округа города Сибай произошло 43 пожара. Аналогичный период прошлого года 47. Но на сегодняшний день происходит снижение количества пожаров. Несмотря на снижение количества пожаров, с начала года у нас наблюдается рост количества гибели людей. То есть на данный период в этом году уже погибло 3 человека, в том году 1. Пожарный надзор города Сибай предлагает всем жителям города, независимо, что они проживают в частном жилом секторе, что проживают в квартире, установить домовые пожарные извещатели. То есть это автономные, там никаких электричеств не надо, они работают на батарейках. То есть, установив данные автономные пожарные извещатели, граждане могут вовремя обнаружить пожар, даже когда они находятся в состоянии сна. То есть данные извещатели, они срабатывают, издают звук. То есть при начальном стадии возникновения пожара люди могут вовремя обнаружить пожар и вовремя их ликвидировать. То есть тем самым уже сохранить жизнь и здоровье себя и своих же детей, родных и близких. Процедура предусматривает установку и предоставление профессиональных консультаций о правилах эксплуатации противопожарных датчиков, после чего оборудование передается семье в безвозмездное пользование. При этом формально никаких предписаний не выдается. Проведение профилактической акции преследует цель снабдить горожан надежными средствами предупреждения пожаров. Однако обеспечение личной безопасности по-прежнему входит в зону персональной ответственности гражданина. Не исключено, что отдельные условно неблагополучные семьи, дозволяющие себе, к примеру, курение в доме, предпочтут избавиться от прибора, бурно реагирующего на малейшие признаки задымления в окружающей среде. Сотрудники городской противопожарной службы рассчитывают на проявление сознательности горожан в этом важном вопросе. Я как многодетная семья, то что дети маленькие, еще спим. Ночью может случиться там пожар, задымление. Этот прибор он оповещает как будильник. В случае пожара он разбудит. И можно будет принять какие-то меры, эвакуироваться или принять меры к тушению пожара. И расцениваю это очень хорошо, то что от государства нам это вот такая большая помощь. Громкость сигнала противопожарного датчика, срабатывающего в случае обнаружения дыма, достигает 85 дБ, что практически сравнимо со звуком работы перфоратора и легко достигает человеческого слуха даже за 2 закрытыми дверями. Хозяину остается лишь периодически заменять батарею, рассчитанную на эксплуатацию в течение 2 лет. Всего по республике бесплатно будет установлено 23 тысячи таких пожароизвещателей. Однако стоит лишь ждать в надежде сэкономить на безопасности. Стоимость приборов в специализированных магазинах составляет порядка 250 рублей. А для того, чтобы установить такой сигнальный аппарат у себя дома, не требуется никаких специальных навыков. Ринат Музафаров, Нияз Мирхайдаров, Гульгинара Скильдина, телекомпания СТВ.